Башкирский дворик может быть у вас под окном. В Сибае будет реализовываться очередной проект в сфере благоустройства. Вырасти патриотом своей родины. В историко-краеведческом музее проводятся уроки мужества для подрастающего поколения. Проверь свой дом на безопасность. Что служит основными причинами пожаров и как его не допустить, узнаете в сегодняшнем выпуске новостей. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. Как показывает официальная статистика, декада после новогодних каникул и весь последующий период наступления сезонных холодов являются наиболее пожароопасными. В первом случае причиной возгорания становится простая человеческая халатность, а во втором – чрезмерная нагрузка на отопительную систему и применение дополнительных несертифицированных мер в попытке противостоять сезонному морозному удару. О трагических последствиях последнего, выпавших на долю семей из поселка Туяляс, мы уже рассказывали. И новогодние праздники давно миновали, но столбик термометра за окном продолжает держаться много ниже комфортных показателей на протяжении последних 2 недель. О том, каких простых правил нужно придерживаться, чтобы не допустить трагического развития событий в своем жилище, расскажет Ринат Музафаров. Ежегодно с началом отопительного сезона, в особенности с наступлением холодов, значительно увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах, квартирах и дачных участках. Причиной тому служит возникновение некоторых сезонных факторов риска и несоблюдение установленных правил пожарной безопасности. Ведь вопреки расхожему мнению, пожар отнюдь не роковое явление и не слепая случайность, а результат прямого действия или бездействия человека. С начала года на территории Республики Башкортостан наблюдается неблагополучная обстановка с пожарами, то есть с начала года у нас идет рост, но на территории городского округа город Сибай обстановка стабильная. На сегодняшний день в городе произошло 3 пожара, в прошлом году произошло 11 пожаров, то есть снижение на 9 случаев. Но несмотря на снижение количества пожаров, в этом году имеется гибель человека и получил 1 человек травму. Но в связи с устойчивыми погодными условиями, то есть холодами, увеличивается количество пожаров по причинам неисправности отопительных печей в жилых домах, в банях, также по перенагрузке электрических сетей. Трагедии в большинстве случаев можно было бы избежать. Для этого, как отмечают специалисты, необходимо неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Исключить использование неисправного электрооборудования, самодельных электроустановок и перегрузки электросети при использовании электрообогревателей. Не менее опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, пользоваться неисправными розетками. Существует целый ряд правил и при эксплуатации дровяного отопления. Топку печи нельзя доверять малолетним детям. То есть перед топкой печи в обязательном порядке должен быть установлен притопочный лист размерами не менее 50 на 70 сантиметров. Дымоходы должны быть очищены, печи должны быть побелены, где имеются сквозные прогары, то есть их необходимо отремонтировать. Специалисты предостерегают, от того, чтобы стать жертвой пожара, не застрахован никто. И только должная бдительность позволит свести к минимуму все риски. Просим горожан, чтобы выполняли такие несложные мероприятия, то есть требования пожарной безопасности в целях исключения пожаров. И соблюдая данные требования, надеемся, что пожары в нашем городе не произойдут. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Сибай станет одной из площадок 3-го регионального чемпионата WorldSkills Russia. С 8 по 12 февраля состоится 3-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в Республике Башкортостан. Соревнования будут проходить по 37 компетенциям и будут организованы на 13 различных площадках профессиональных образовательных организаций в городах Уфа, Белебей, Нефтекамск, Стерлитамак и Сибай. Более 450 конкурсантов продемонстрируют свои профессиональные навыки, соревнуясь по 6 блокам профессий: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика. Одним из самых зрелищных является соревнование по администрированию отеля, кирпичной кладке, кровельным работам, облицовке плиткой, обработке листового металла, спасательным работам, сухому строительству,
строительству и штукатурным работам, флористике и так далее. Конкурсные работы будут оценивать более 70 экспертов. Главной площадкой чемпионата станет выставочный комплекс ВДНХ «Экспо», где одновременно пройдут соревнования по 17 компетенциям. Впервые чемпионат будет открытым. В Уфу, в том числе в Сибай, приедут студенты из городов Астрахань и Екатеринбург, Республики Татарстан, Ярославской и Московской областей. Чемпионат является важнейшим событием в области повышения престижа рабочих профессий и привлечения молодежи в производственные секторы экономики. Это многогранное событие, где встречаются руководители государственных органов и образовательных учреждений, представители промышленности и общественных организаций для обсуждения актуальных вопросов профессионального мастерства. Как известно, Сибай смело заявил о себе как о достойной базе для проведения мероприятий столь огромного масштаба. Тем более у наших студентов за плечами не одна победа, начиная с республиканского, заканчивая мировым уровнями. Одна из главных целей чемпионата WorldSkills – показать важность профессионального образования как одного из верных средств социально-экономического преобразования. Организаторами предстоящего чемпионата являются Министерство образования Республики и Союз агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Россия. На днях в Доме молодежи состоялась встреча жителей города с сотрудником Центра изучения гражданских инициатив Института стратегических исследований Республики Башкортостан Рафилем Асылгужиным. В рамках данной встречи обсуждались вопросы реализации в 2018 году программы «Башкирские дворики», которая на территории региона действует с этого года впервые. Аналогично ей в 2017 году на территории Уфы был реализован пилотный проект «Уфимские дворики». Все подробности смотрите далее. Городская среда, программа поддержки местных инициатив, реальные дела – этот список проектов, благодаря которым стало возможно благоустройство дворовых и общественных территорий не только во многих городах и селах, но в том числе и в Сибае, в этом году пополнился еще одним, носящим название «Башкирские дворики». Объем финансирования проекта на 2018 год составляет 11 миллионов 700 тысяч рублей из бюджета Республики Башкортостан, предоставляемых на реализацию проекта по благоустройству дворовых территорий. В рамках данного проекта предусмотрено софинансирование из бюджета городского округа в размере 15% и со стороны населения в размере не менее 5% от суммы субсидий, выделенной из бюджета Республики Башкортостан. Перечень по программе «Башкирские дворики» составляет такие работы, как ремонт асфальтового покрытия, установка детского игрового комплекса, спортивной площадки, оборудование автомобильных парковок, организация наружного освещения, устройство пешеходных дорожек, установка скамеек, беседок, урн для мусора, а также устройство придомовых ограждений. Что нужно для участия в данной программе? Оперативно провести собрание со своими соседями, принять активное участие при формировании предложений по благоустройству дворов, сформировать заявку и подать ее в администрацию. Заявки пройдут через сито конкурсного отбора. Победители получат субсидирование из бюджета республики. В рамках данного проекта предусмотрено также софинансирование из бюджета городского округа в размере 15% и со стороны населения в размере не менее 5% от минимального и дополнительного перечня работ. Ирина Оренбургина, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Крайний срок уплаты имущественных налогов в стране был 1 декабря 2017 года. Россияне должны были заплатить налог на имущество, на землю и транспорт. Что грозит гражданам, которые не успели своевременно заплатить по счетам, и тем, кто по различным причинам до сих пор откладывает свои обязанности, узнаете в интервью с специалистами районной инспекции Федеральной налоговой службы России номер 37 по Республике Башкортостан. Межрайонная ФНС России номер 37 по Республике Башкортостан сообщает, налогоплательщикам, не уплатившим имущественные налоги со сроком уплаты 1 декабря 2017 года, началась рассылка требований об уплате налогов. По истечению срока уплаты, по которым налоговой инспекции будут направлены пакеты документов для направления в суд для вынесения судебного приказа. В случае подключения налогоплательщика к личному кабинету налоговые требования будут выгружены электронно и почта рассылаться не будет. В связи с этим старайтесь не допускать непредвиденных лишних материалов и расходов и погасить свою задолженность по налогам до обращения налоговой инспекции в суд. Как вырастить достойного гражданина своей страны, сознательную и ответственную личность?
Сибайский историко-краеведческий музей в честь празднования 75-летия Победы в Сталинградской битве с 29 января по 2 февраля проводит уроки мужества для студентов СУЗов, вузов и учащихся общеобразовательных учреждений. Екатерина Марочкина продолжит тему. 2 февраля исполняется 75 лет, как Красная Армия одержала победу над войсками нацистской Германии в битве под Сталинградом. Это сражение, унесшее за собой тысячи жертв, имело важную историческую значимость в развитии страны, что обязательно должен помнить каждый, чью семью так или иначе коснулась война. Память о погибших жива, и ее всячески поддерживают организации, которые задействованы в просветительской работе с детьми и молодежью. Руководствуясь именно такими принципами, городской музей организовал уроки мужества, где сибайские школьники и студенты смогут отметить для себя, насколько ужасна и беспощадна была Великая Отечественная война и какой ценой над нашими головами растянулось бескрайнее мирное небо. Наши дети должны знать события Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. В Сталинградской битве участвовало очень много наших земляков. Например, всем известный в городе ветеран Великой Отечественной войны, к сожалению, его нет, Кусибаев Хидиат Садыкович. Есть очень много военных экспонатов, которые мы будем детям демонстрировать, показывать. Вот в музее у нас есть диорама, посвященная защитникам обороны города Сталинграда. Поэтому я думаю, что эти музейные уроки расширят знания учащейся молодежи и будут способствовать патриотическому воспитанию школьников, студентов. Уроки мужества посетила значительная аудитория. Свои знания об истории Великой Отечественной войны получили учащиеся сибайских колледжей и школ. На примере военных экспонатов, писем, нашедших своих адресатов в рабочем поселке Сибай и экспозиции «Битва за Сталинград», они узнали о ходе этого сражения, о расстановке войск противников, об участии земляков в военных операциях под Сталинградом и их героизме, а также о значении этой битвы как о переломном моменте в ходе Второй мировой войны. Музейные уроки мужества продлятся до 2 февраля включительно, знакового дня, когда нынешний Волгоград перевернул ужасную страницу из жизни своих горожан. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Это вся информация на сегодня. Я желаю вам удачи и до скорых встреч.